Очередной рейс из Москвы благополучно приземлился в аэропорту Магаз. То, что самолет совершил мягкую посадку в условиях низкой облачности, безусловно, заслуга пилотов. Но не меньшая зона ответственности и у тех, кто трудится на земле, обеспечивая безопасные полеты. Системой контроля сотрудников руководит Бикхан Костоев. На нем все организационные вопросы. Осуществление координации деятельности структурного подразделения аэропорта, организация контроль выполнения организационно-распорядительных документов, которые поступают нам другие вышестоящие органы, федеральное значение тоже Минтранс, Росавиация, Южное управление авиапредприятий других сторонних. Вот эти организацию, постановку полностью общего делопроизводства в аэропорту тоже в моей сфере деятельности входит. Бикхан Костоев окончил технический вуз в Грозном. После проходил обучение на авиационного специалиста в Ростове и Екатеринбурге. И вот уже дипломированный специалист решил связать свою жизнь со сферой авиации. Начинал с самолетов, с обслуживания, с техника, инженера, имеет там требования, инженерно-технические требования, когда уже 5 лет стажа работы, уже после учебного авиационного центра и допуска самостоятельно обслуживания воздушных судов. До этого я 13 лет самолет обслуживал здесь, в нашем аэропорту, уже в создании. После этого технический вуз у меня, Грозный нефтяной институт, и учебно-авиационный центр, как на советские воздушные суда, и другие типы, иностранных типов тоже, Airbus, Boeing. А сейчас уже 17-й год я уже здесь начальником штаба, заместителем директора. За 30 лет работы аэропорта Магаз здесь не зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия. Это не везение, а профессионализм коллектива, четко слаженные действия и дисциплина. Большой опыт, внимание к деталям и чуткое отношение Бикхана Костоева к персоналу обеспечило безграничное уважение со стороны коллег. Как человек очень добрый, грамотный, отзывчивый, всегда идет навстречу работникам. Как специалист тоже можно охарактеризовать его, дать высокую оценку. То есть на самом деле человек сидит на своем месте и знает свое дело. По словам Бикхана, когда он пришел работать в сферу авиации, аэропорт только начал развиваться. Не было возможности сотрудничества с авиакомпаниями и комфортных условий для пассажиров. Но со временем воздушная гавань стала отвечать всем необходимым требованиям. Сейчас современные корпуса построены, необходимые другие корпуса построены, службы электросветотехнического обеспечения полета, служба поиска аварийно-спасательного обеспечения полета, аэровокзальный комплекс, который отвечает тогда уже, когда построили последние требования федерального авиационного правила, уже пропускной пункт, вот он внутри схема аэровокзального комплекса. Аэропорт Магаз в январе 1993 года принял первый пассажирский рейс. И впоследствии началась регулярная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации. Сегодня аэропортовый комплекс обладает необходимыми зданиями и сооружениями, современными оборудованиями и радиотехническими средствами. Растет спектр услуг, улучшается их качество. И все это благодаря слаженной работе всех сотрудников воздушной авиации, которая сегодня празднует столетие со дня основания отечественной крылатой отрасли. Этот юбилей касается всех тех, кто выбрал своей судьбой такую ответственную и трудную работу. Хотелось бы поздравить со столетним юбилеем весь коллектив гражданской авиации, пожелать всем успехов в нашем сложном, нужном труде, благополучия в семье и крепкого здоровья. Самолет на взлеточной полосе. Пассажиры идут занимать свои места. И очередной рейс авиакомпании «Победа» из Магаса направляется в Москву. Мадина Цора, Адам Далаков. Новости 24.